Здравствуйте! Вначале, как всегда, несколько коротких информационных сообщений. Начну, пожалуй, с неприятной новости, а именно о том, что Мегафон, следом за МТС, все-таки в августе месяце введет дополнительную плату за каждое подключение. Речь идет о том, что тарифные планы действующие, они сохраняются, однако за каждый звонок исходящий нужно будет платить единовременно от 30 до 50 копеек в зависимости от региона, где находится абонент. Если иметь в виду прошлый опыт, то для Якутска это как раз вот те самые 50 копеек и выходят. Сегодня на пресс-конференции в Якутске было объявлено о создании общественной организации, так называемого антикоррупционного комитета. В него войдут очень широкий спектр политических и общественных сил нашей республики, начиная с коммунистов, включая депутатов Госсобрания нашей республики, журналисты, деятели науки и культуры и так далее, и так далее. В общей сложности примерно 30 человек. На пресс-конференции было объявлено, аргументировано необходимость создания такого комитета молчанием или попыткой, вернее, замолчать властями тех коррупционных скандалов, которые в последнее время проявились в связи с именами вице-президента Александра Акимова, министра Геннадия Толстых, а также депутата Госдумы от нашей республики Виталия Басыгысова. Я имею в виду квартирные их вопросы приобретения квартир за счет бюджета. В то же время члены антикоррупционного комитета заявили, что они самостоятельно не собираются вести никаких расследований, а просто намерены доводить до сведения как общественности, так и правоохранительных органов вот подобные антикоррупционные, вернее сказать, факты. Саханефтегаз вновь оказался в центре внимания общественности нашей республики. На этот раз, после того, как общее собрание акционеров, проведенное, инициированное, вернее сказать, Алрусой, все-таки состоялось, был избран совет директоров. Так вот, совет директоров принял решение сместить с поста президента Афанасия Максимова и назначить на него Виталия Киприянова. Напомню, раньше Виталий Киприянов работал в Сахаинвесте, а затем в одном из московских банков, который, видимо, каким-то образом сотрудничает, партнерствует с алмазной компанией. Но вновь назначенному президенту вменено в обязанности прежде всего обеспечить сохранность имущества Саханефтегаза и всех дочерних обществ. Но надо сказать, что для этого, для начала, хотя бы ему нужно получить контроль над офисом компании Саханефтегаз в Якутске. А между тем нынешние руководители этой компании совершенно не согласны ни с решением собрания акционеров, ни с решением совета директоров, ни с тем, что Виталий Киприянов теперь президент Саханефтегаза. А теперь об основной теме нашей сегодняшней передачи, об амнистии. Напомню, что Государственная Дума Российской Федерации в связи со столетием парламентаризма в России приняла акт об амнистии. Под этот акт попадают некоторые категории осужденных, скажем, для Якутска это несколько десятков человек. Причем процесс сам этот продолжает идти. Буквально завтра Федеральный городской суд Якутска рассмотрит дела еще двух амнистированных, вернее сказать, осужденных, которые попадают под этот акт. Между прочим, одна из осужденных, пенсионерка, а попалась она на мошенничестве. Она брала деньги взаймы у незнакомых ей людей, аналогично тому, как вот мы видим с вами в объявлении в газетах, что возьму кредит под такой-то процент на такой-то срок. Так вот, эта пенсионерка брала тоже кредит в деньги, взаймы но при том условии, что она и не собиралась их возвращать вовсе. То есть чистой воды мошенничество. И даже на суде, когда уже было понятно, к чему склонится суд, пенсионерка заявила, что она возвращать деньги эти не собирается, и что, мол, все пострадавшие могут обратиться в пенсионный фонд, где она получает пенсию, и попробовать с него стребовать свою потерю. Вот таким вот образом. То есть налицо все признаки мошенничества. Тем не менее, эта пенсионерка попадает под акт об амнистии, и завтра решение суда будет, скорее всего, в ее пользу. А готовят все вот эти дела для суда об амнистированных так называемая уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания по городу Якутску. В этом году амнистия, которая у нас проводится во знаменовании столетия учреждения Государственной Думы, руководствуясь принципом гуманизма, статьей 103 Конституции Российской Федерации, она же у нас освобождает определенную часть осужденных. Это лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет. То есть, соответственно, это несовершеннолетние, которые, скажем так, не успели еще совершить 2 и более преступлений, получить судимость, одну, вторую, как вы имеете в виду. Это несовершеннолетние. Это женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет. Амнистия применяется к лицам, осужденным за преступления средней и небольшой тяжести. Допустим, грабеж, 161 статья, часть 1, она подпадает под амнистию. Часть 2, более тяжелая, она уже под амнистию не подпадает. Допустим, 228 употребление наркотиков, употребление, незаконное хранение. Часть 1 подпадает под амнистию, часть 2 уже не подпадает. Также совершение кражи. Часть 1 и 2 у нас статьи 158 подпадает под амнистию, а уже совершение
кражи с большим ущербом, это часть 3, уже под амнистию не подпадает. И тем не менее, в число амнистированных по городу Якутску попало больше 100 человек. Из 180 осужденных, имеющих право на амнистию, уже попали под нее 108 человек, в том числе 28 несовершеннолетних, 45 лиц в возрасте до 18 лет, одна беременная женщина, 33 женщины, которые воспитывают детей, и один мужчина старше 60 лет. С частью из этих амнистированных мне, надо сказать, не повезло. Я не смог их выловить, ну вот такой сленг у журналистов, я не смог просто найти их ни по адресам, ни по телефонам, которые числятся в инспекции. Что, в общем-то, наводит на грустные размышления относительно образа жизни этих амнистированных. Я понимаю, что это не школа, но тем не менее, какую оценку среднюю вы могли бы поставить вашим подопечным за поведение? Насколько это сложно? Ну, это сложно, потому что, опять же, каждый человек индивидуален. Для кого-то совершение преступления, допустим, в несовершеннолетнем возрасте, действительно где-то по глупости в компании совершил, да? Для кого-то это казалось большим стрессом. Да. И суд, потом вот то, что человек состоит у нас на учете, является к нам ежемесячно на регистрации, он чувствует за собой контроль, проверки по месту жительства и так далее. Какая-то часть населения, ну, нашего осужденного населения, да, действительно больше никогда ничего не совершит, потому что настолько это переживается человеком. А для кого-то условное осуждение, в принципе, проскочило, да, особого, наверное, не оказывает никакого влияния, воспитательного. Мое личное мнение, что порядка 1/3 осужденных у нас, попавших под амнистию, действительно представляют опасность. В том смысле, что, скорее всего, 1/3, наверное, осужденных все-таки вернется к нам, то есть совершит повторные преступления. А в силу каких обстоятельств это может произойти? Дело в том, что у нас состоят на учете лица и социально незащищенные, не имеющие постоянного места работы, то есть не имеющие постоянного источника доходов, не имеющие постоянного места жительства, злоупотребляющие спиртными напитками и склонные к совершению повторных преступлений. И вот такая категория осужденных, я считаю, что вернется все-таки к нам опять. Я так понимаю, что пока они стоят у вас на учете, вы за ними хоть как-то присматриваете, да? Конечно, мы осуществляем контроль. Контроль осуществляется довольно-таки жесткий, потому что человек после осуждения обязан встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Если в течение 30 дней мы не смогли установить местонахождение данного человека или осужденный не встал самостоятельно на учет нашей инспекции, мы проводим первоначальные розыскные мероприятия, человек у нас объявляется в розыск. А люди у нас, которые стоят на учете, значит, являются к нам на регистрацию, ежеквартально, ежемесячно даже проверяются по месту жительства, по месту работы. С людьми проводятся индивидуальные профилактические беседы, также такие же беседы проводятся с ближайшим окружением человека, способного оказать на него положительное влияние. То есть ведется жесткий контроль за поведением осужденного, что является одной из наших задач нашей инспекции. Самая банальная, бытовая, можно сказать, причина совершения повторного преступления – это отсутствие денег, постоянного заработка. А это является следствием того, что нет постоянного места работы. Сложная ситуация у нас состоит с условно осужденными, у которых есть обязанность по приговору суда трудоустроиться. Потому что, как правило, осужденные у нас, именно такая обязанность возлагается на осужденных, которые на момент совершения преступлений, на момент осуждения не работали. То есть у человека у самого даже особой мотивации-то нет к работе. Как правило, такие люди у нас, злоупотребляющие спиртными напитками, не имеющие банального 9-10-классного образования, то есть фактически неграмотные, 3-5 классов образования, толком даже читать не умеют. И, конечно, трудоустройство таких людей у нас осложняется. И дело в том, что еще у нас достигнуто соглашение с Центром занятости населения о том, чтобы они нам помогали в трудоустройстве наших осужденных. Но на учет по своим учетам наши осужденные, по учетам Центра занятости населения, наши осужденные тоже не проходят всегда, потому что у них элементарно, допустим, нет документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта, и нет прописки. Соответственно, в Центре занятости населения их на учет не могут безработных поставить. А каким образом тогда вы их трудоустраиваете? Мы стараемся помочь им в получении паспорта, у нас памятка даже разработана о том, какие документы нужны для того, чтобы получить паспорт. Но так как у нас при получении паспорта, при нарушении сроков получения паспорта, при утрате паспорта предусмотрены большие штрафные санкции, да, у нас разработана
такая система, как вот мы можем выходить с ходатайством о том, чтобы штрафные санкции, ну, к данному конкретному лицу, да, как-то там не применялись или, ну, что-то немножечко сгладить как-то пытаемся. В отношении несовершеннолетних нам очень помогает комиссия по делам несовершеннолетних. Скажите, у вас были такие факты, когда, например, на работе узнавали, что по каким-то причинам, в силу каких-то обстоятельств, что человек осужден, и увольняли его из-за этого? Такие факты были. И вообще по нашим нормативным документам, на основании которых мы работаем, мы обязаны по месту работы сообщать о наличии судимости у того или данного работника. То есть вы сами как бы, получается... Ну, стараемся подходить, конечно, индивидуально, но в отношении лиц, осужденных к запрету заниматься определенной должностью или заниматься определенной деятельностью, мы обязаны направлять извещение и копию приговора. Тут мы четко это отрабатываем. Я далек от мысли призвать работодателей снисходительно относиться к людям, которые имели в своей судьбе уже какую-то судимость, имели совершенное преступление. И вместе с тем некоторые случаи вот такого прохладного, скажем, отношения работодателей и вообще лиц, которые определяют занятость осужденных, в общем-то наводят на нехорошие мысли. Ну вот, скажем, среди амнистированных есть один студент Якутского госуниверситета, вернее сказать, бывший студент, потому что, несмотря на то, что парень уже оканчивал 4-й курс, но так после того, как его осудили, он был практически сразу же отчислен из университета. Как оказалось, в уставе этого высшего учебного заведения есть соответствующее положение, что студенчество, так сказать, никак не совмещается с образом преступника, уголовно наказуемого. И его просто отчислили. Ну, это, в общем-то, так сказать, своеобразная чистка рядов. И волей-неволей, но напрашивается даже историческая параллель. В свое время Ленина исключили из университета из-за старшего брата. Ну, масштаб, конечно же, личности, масштаб деяний совершенно разный. Однако следствие одно и то же. Человек ведь этот не улетел никуда, не на Луну, а он остался жить среди нас. И несколько слов о завтрашней передаче. Речь пойдет о жилье. Дело в том, что в условиях реализации национального проекта «Доступное жилье» очень многие люди понимают вот эти слова, вот это выражение «доступное жилье» буквально, применительно к себе. И даже не имея практически серьезных заработков, не имея достаточных средств, они считают, что этот национальный проект распространяется и на них тоже. Вот сейчас на ваших экранах появился номер для СМС-сообщений. Вы можете высказать мнение свое как раз и по этому вопросу, или, может быть, о каких-то своих мытарствах, связанных с получением жилья. Ну, а завтра в течение нашей передачи на различные вопросы, связанные с жильем, юридические, я скажу так, вопросы, ответит начальник правового управления мэрии Сагалана Готовцева. В том числе и вопросы, которые, в общем-то, можно, наверное, сказать, не очень приятны для мэрии, для исполнительной власти, но, тем не менее, они стоят, и, тем не менее, власти вынуждены их решать. Но это будет завтра. До свидания.